Процедура, ставшая уже привычной. Основная волна ЕГЭ на финишной прямой. Однако расслабляться рано. Безопасность на экзаменах, как и всегда, во главе угла. Тестирование по устной части иностранных языков, а сдают в 15-й школе только английский, выполняют на компьютере. На все про все 15 минут. За это время выпускники должны успеть продемонстрировать свое владение языком, прочитать текст вслух, задать вопросы по предложенной теме и описать фотографию. Всего 4 задания. Последнее самое сложное, признаются выпускники. Поэтому весь упор при подготовке старались делать на него. Как Марем Картоева, например. Год назад она решила, что станет именно филологом. Я думаю, что устная часть намного легче, так как там меньше заданий, а письменной части намного сложнее. Самое сложное – это 4-е задание, где нужно сравнить картинки. Это вообще считается самым сложным заданием в устной части. Но я надеюсь, что у меня получится описать эти картинки. А вот Зуля Чапанова еще в 4 классе четко для себя решила. Она будущий лингвист. Упорно шла к своей цели. Читала книги на английском, старалась практиковать язык с носителями. За 7 лет сделано немало, поэтому Зуля уверена, старания не пропадут даром. Мне кажется, я справилась, хотя задания были не такие уж и легкие. Акцент я сделала на устную часть, потому что в устной части мы зарабатываем где-то 20 баллов. Раздел говорения в ЕГЭ по иностранным языкам не является обязательным. Участники добровольно принимают решение о его сдаче. Максимальное количество баллов, которые можно заработать, 20. Куда меньше, чем в письменной части. Но это хорошее подспорье при поступлении, когда каждый балл решает, попадешь ты на заветную специальность или нет. Поэтому Адам Таркоев тоже решил проверить себя в устной части. Сегодня у меня довольно хорошее настроение, я готов к этому экзамену. Надеюсь, хорошо его сдам, потому что это очень важная часть самого экзамена по английскому. Изначально для меня английский был просто причиной не сдавать историю, потому что вуз, который я хотел, там история не нужна для юриспруденции, но нужен английский. Потом уже взвесив все за и против, я решил сдавать и историю, и английский язык. Пока ребята пробуют себя в умении говорить, их педагоги, родители и бабушки с дедушками ждут своих чад за пределами пункта. Моральная поддержка – не пустой звук, поэтому надеются, что их присутствие поможет ребятам успокоиться и настроиться. Внучка сдает, Зульфия Ахилькова. Девочка отличница, с 1 класса она училась хорошо, на 4, даже не на 4, на 5 училась. Ну, у нас планы как... Хочет она ГИМО, волнуемся очень, я больше всех, и девочка тоже. Но она молодец, она умница большая, так что надеемся на нее. Репетиторов нанимали, дома она сама, вот постоянно у нее это как болезнь у нее, учиться. Вот так вот. Дай Аллах успехов всем девочкам, всем мальчикам, всем учащимся успешно поступить. Всего по республике заявлено 160 человек, 158 на английский и 2 на немецкий. К слову, 80 из них сдают в 6-й школе. Как правило, иностранные языки сдают в 2 этапа. Сегодня проходил устный экзамен, а письменную часть написали 20 июля. В школе для проведения экзамена подготовили аудитории, которые по своей функциональности делятся на подготовительные и основные. Вот устная часть – это непосредственно ЕГЭ, связано с технологиями. Вдруг какие-то будут перебои. Как вы к этому отнесетесь? Ну, здесь у нас по части, технической части, естественно, у нас есть свои специалисты, так называемые технические специалисты, которые, обучены в течение года, и любая внештатная ситуация, сразу же, имеется в виду совместно, с Министерством образования, РЦОИ нашей республики, этот вопрос решается на месте. В принципе, как таковых пока технических сбоев у нас нету, техника работает очень хорошо, без сбоев. Даже если что-то случится, то здесь есть специалисты, которые обучены этому делу. Так что я думаю, что проблем у нас никаких не будет. К слову, здесь, как на других экзаменах, выбирать очередность выполняемых заданий нельзя. Программа сама задает время, а тестирование проходит в своем порядке. Полминуты на подготовку, а дальше никаких трудностей, признается Зухра Ивлоева. Каждую тему девочка проштудировала от и до, и сейчас готова к тестированию. Наверное, самое легкое, любимое задание — это 3-е задание, где надо описать фотографии. Нужно представить, что ты их сделал сам, но тут уже играет сама фантазия, и легко дается задание. И если тебе легко дается язык, то это не трудно. Так что это, наверное, самое легкое такое задание из этих.
Язык науки, технологий, да и просто будущего. Международный английский покоряет сердца будущих выпускников. Именно поэтому его и сдают многие абитуриенты. К слову, Адам Хамчеев вуз мечты для себя выбрал. Сейчас это его последний экзамен, поэтому сдать намерен его на 20. Планирую поступать в МГИМО на факультет МБДА. И вот сейчас мы сдаем устную часть. Мы готовились очень усердно, долгое время. И иншаллах все, кто сидят в этой аудитории, получат желаемый результат. Давай тубаху масня. Вот расскажи, как тебе далась подготовка в период пандемии? Да, она была несложная. Почему? Спокойно занимались через онлайн. Вообще никаких проблем. Кто хочет, тот всегда найдет способ заниматься. ЕГЭ по английскому языку считается одним из самых объективных экзаменов, благодаря тому, что сдают его именно устно. У будущих абитуриентов отсутствует любая возможность воспользоваться шпаргалками. Ну а удастся ли школьникам набрать необходимое количество баллов, станет ясно уже 2 августа. Тамара Хашагульгова, Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Адам Далаков. Новости 24.